Вы смотрите итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях четверга, 27 января, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Первый рабочий день и сразу столпотворение. Амбулаторный центр в Триумфе заработал. Оперштаб призывает посещать его только при симптомах инфекции. В столице начали расширять пункт передержки безнадзорных животных по улице Чеченко. Когда откроют новые вольеры? Дети Азии возвращаются домой. Якутск примет международные спортивные игры в 2024 году. Правовая помощь иностранным гражданам. Нерюнгри посетил вице-консул канцелярии в Якутске посольства Киргизии в России. Резьба по кости, национальное и лоскутное шитье, вязание и национальные костюмы. В Ленске открылась выставка «Ленский район мастеровой». Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что плановую медицинскую помощь детям в период распространения коронавируса приостанавливать нельзя. Некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное, чтобы плановая помощь не останавливалась, отметил глава государства. Вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что плановая помощь сохранится, несмотря на пандемию. А регионы до конца января получат почти 7,5 миллиардов рублей на оказание помощи на амбулаторном этапе. Об этом вице-премьер России Татьяна Голикова также сообщила на совещании. Кроме того, она отметила, что власти планируют выделить еще часть средств на производство экспресс-тест-систем для выявления заражений ковидом. Комментируя актуальную статистику по заболеваемости коронавирусом в стране, Голикова подчеркнула, что доля дельта-штамма снизилась. В то же время, по ее словам, омикрон был обнаружен уже в 72 регионах России. В структуре выявленных случаев на уходящий вариант дельта приходится 47,9%, на омикрон и другие недоминирующие штаммы 52,1%. Планируем до конца января выделить регионам страны на дополнительное финансовое обеспечение оказания помощи на амбулаторном этапе, в том числе на оплату выездов медицинских работников к пациентам, еще 7,3 миллиарда рублей. Больше 1000 пациентов в первой половине дня принял амбулаторный центр, развернутый на базе спорткомплекса «Триумф» в Якутске. Его открыли в соответствии с поручением главы республики Айсена Николаева. Этот центр позволил разгрузить медучреждения города. Туда перенаправили врачей и волонтеров для оказания первичной помощи. Мадина Халикова одной из первых посетила центр и узнала, как организована работа. Давайте посмотрим. Постоянная дезинфекция, большое пространство для соблюдения социальной дистанции. Все врачи в СИЗах, а потоки пациентов разделены. Так, с 8 утра начал работу амбулаторный центр, развернутый на базе спорткомплекса «Триумф». С сегодняшнего дня, помимо поликлиник города Якутска, амбулаторный прием по, соответственно, подозрению на ОРВИ ведет Центр амбулаторной неотложной помощи на базе спортивного комплекса «Триумф», куда могут обратиться лица с симптомами респираторной инфекции и температурой не выше 38 градусов. Во всех остальных случаях должен быть осуществлен дозвон либо до поликлиники, облачная поликлиника «Медсет» или по телефону 122. Здесь задействовали более 175 человек. Это врачи, младший медперсонал и даже волонтеры. Все они прошли переподготовку и точно знают, как оказать первую помощь. Берут и ПЦР-анализы на ковид. Экспресс-тест готов через 15 минут. Мы здесь разделили потоки. Значит, вход, конечно, в одну зону. Далее идет регистрация и забор анализа на экспресс-тестирование. Далее человек проходит в зону ожидания и ожидает не менее 15 минут. Ждет, пока проявится этот тест. Пациенты с отрицательным анализом ИХ проходят у нас условно налево. Зоны у нас разделены, как я уже говорила. А с положительным анализом проходят направо. Получается, оценивается состояние здоровья, оценивается тяжесть, естественно, и по тяжести дальше идет маршрутизация. Если возникнет необходимость, прямо отсюда отправят пациента и на госпитализацию. С утра она потребовалась 2 посетителям. С 8 часов в первую смену приняли 1160 человек. У 200 тест на ковид оказался положительным. Им назначили лечение, выписали больничный.
Мы готовились, да, сегодня очень большой поток, желающих очень много, что регулируем потоки. Симптомы следующие – это повышение температуры прежде всего, да, несколько дней может быть. Головные боли встречаются, боли в горле, слабость и боли, ломота в теле. Мы здесь оказываем, от самого начала до конца получается анализ, диагноз выставляется, потом лечение назначается и больничный лист тоже у нас можно открыть. Поэтому мы полностью помогаем нашим поликлиникам и первичной помощи. Сейчас в центре развернуто 15 кабинок. При необходимости их число увеличат, а также привлекут еще часть медперсонала. Работает амбулаторный центр каждый день с 8 утра до 20 часов вечера. Мадина Халикова, Александр Жуков, Якутск. Ну а ближе к вечеру оперативный штаб призвал якутян не обращаться в дополнительный амбулаторный центр на базе спорткомплекса «Триумф» в случае отсутствия признаков ОРВИ и ковида. За первый день центр принял порядка 2300 человек. При этом у 40% не было симптомов ОРВИ. То есть у них не было показаний идти в амбулаторный центр. Также в оперативном штабе напомнили о том, что лицам с признаками вирусных заболеваний могут оказать помощь не только в «Триумфе», но и в поликлиниках города, которые также работают с 8 утра до 8 вечера каждый день. Хочу напомнить, что в центре принимают лиц только с симптомами острых респираторных инфекций. Температура тела не выше 38 градусов и с подозрением на COVID-19. Уважаемые жители города, если у вас температура выше 38 градусов, имеется затрудненное дыхание, явление интоксикации, одышка, необходимо вызвать врача на дом или бригаду скорой помощи. Если у вас отсутствуют симптомы температуры или температура в пределах нормальных значений, нет необходимости посещения данного центра. В районах и городах Якутии, в свою очередь, усилят поддержку первичного звена здравоохранения. Айсен Николаев поручил оперативным штабам на местах оказывать первичному звену всю необходимую помощь, начиная от предоставления транспорта, заканчивая привлечением волонтеров. В разы возросло количество обращений в поликлинике. Это колоссальная нагрузка, которую необходимо снимать. Люди должны оперативнее получать квалифицированные медицинские консультации. При амбулаторном лечении обеспечиваться бесплатными лекарствами. А для этого амбулаторное звено должно работать бесперебойно, сказал глава на совещании оперштаба с участием глав районов и городов. И поручил на местах пересмотреть приоритеты в борьбе с ковидом с точки зрения усиления работы первичного звена здравоохранения. Между тем, еще 1937 человек заразились коронавирусом в Якутии за минувшие сутки, сообщает оперштаб. Из них в Якутске 1491 заболевший. В Мегино-Кангаласском районе 145, в Алданском и Усть-Алданском районах по 40, в Татинском 32, в Верхневилюйском 29, в Мирнинском и Нюрбинском районах по 26 случаев заражения, в Тампонском 25, в Амгинском 21, в Хангаласском 16, в Чурапчинском 14, еще в 6 районах от 1 до 8 заражений ковидом. В Якутию поступила партия вакцины «Спутник-М». Скоро начнется вакцинация детей. В республику поступила первая партия детской вакцины в количестве 720 штук. В ближайшее время будет организована работа по добровольной иммунизации подростков от 12 до 18 лет. Как не раз говорил глава Якутии, решение вакцинации ребенка принимают родители как законные представители. А Министерство ЖКХ и энергетики Якутии рекомендует воспользоваться дистанционными сервисами по оплате жилищно-коммунальных услуг. В связи с эпидобстановкой пункты приема платежей в Якутске временно приостановили свою работу и личный прием граждан. Оплатить квартплату, не выходя из дома и без очередей, можно удобно и быстро. На региональном портале государственных и муниципальных услуг республики, на сайте Почты России, через мобильное приложение «Квартплата Плюс» или через мобильное приложение вашего банка. К другим темам. В столице начали работы по расширению пункта передержки безнадзорных животных по улице Чеченко. О том, как идет отлов собак и когда введут в эксплуатацию новые вольеры, узнавала Порфирина Алексеева.
На сегодняшний день в пункте передержки и временного содержания безнадзорных животных содержится около 1500 собак. Задействована вся мощность пунктов, мест нет. Именно поэтому принято решение расширить пункт передержки. Работы по сооружению новых вольеров уже начаты. Таким образом, дополнительные боксы позволят принять еще около 1000 безнадзорных собак. Ориентировочно увеличим на 4,5-5 тысяч квадратных метров. Сроки обозначены до конца февраля. Здесь завершить все строительные работы по устройству вольеров, ограждения и сопутствующего оборудования. Массовый отлов собак продолжается. Режим повышенной готовности активен. Ежедневно в пункт передержки привозят до 20 собак. Усилена работа бригад. Заключены дополнительные договоры на отлов. На отлов выходили только подрядчик, фонд «Помоги выжить», то на сегодняшний день, кроме фонда «Помоги выжить», у каждого округа заключены еще дополнительные округа. По округам у нас выходят от 20 до 26 бригад. Это в среднем по 20 единиц техники и от 50 до 60 человек. В текущем году горожане стали активно участвовать в информировании о месте нахождения безнадзорных животных. Бригады уже наработали схему отлова с разными собаками. Это особенно актуально в случае агрессивного поведения. Если собака совсем прямо агрессивная, да, тогда, конечно, усыпляем и привозим сюда. И пока она в таком состоянии спящей, мы ее обихаживаем. Специально есть клеточки для агрессивных собак-пожизненников. Там сидит собака пожизненно. Она уже никуда не уйдет. Она будет сидеть ровно столько, сколько проживет. Помимо отлова собак по заявкам и наводкам горожан, в пункт часто привозят животных самостоятельно. А так как мест для содержания не имеется, специалисты активно ведут работы по устройству собак. Как отмечают специалисты пункта, особенно нуждаются в сторожевых собаках жители районов республики. Они же и отличаются особой добросовестностью. Так как у нас ППЖ переполнено, мы им отказали. Они его взяли, отпустили тут. Мужчина помог его поймать. Вот, сейчас, естественно, я его передам нашим ребятам. Пожалуйста, передайте туда, туда. Вот таких собак, щенков мы будем пристраивать. То есть я ему дам очень хорошую, красивую ремарочку. Бедный, несчастный, брошенный. И я его, скорее всего, пристрою в семью. Но не в Якутске. К концу февраля пункт передержки будет в силе принять и содержать около 2000 безнадзорных животных. При этом временный пункт передержки, который находится по улице Автодорожная, будет закрыт. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. В центре внимания агросектор. В Москве открылась масштабная выставка «Агрос-Экспо-2022». Это авторитетная отраслевая площадка для профессионалов животноводства и кормопроизводства России и стран ближнего зарубежья. На выставку приехала и якутская делегация. Подробности у нашего СОБКОРа в Москве Максима Кардозу. Агрос-Экспо – это настоящая витрина достижений современного сельского хозяйства. Самые последние ноу-хау в сфере животноводства и производства кормов здесь представили 300 компаний из разных регионов России и 25 стран мира. Профессионалам есть на что посмотреть. Вот и Петр Дьяконов, фермер из Кобяйского Улуса, с удовольствием задерживается у выставочных стендов с техникой, которая может пригодиться в его животноводческом хозяйстве. Кажется, мы очень многого не знаем. Познакомились с многими людьми, предприятиями, товаропроизводителями и оборудование, которое делают. Интересно нам. Мы уже взяли на вооружение. И новые технологии, конечно, хочется взять все, но пока будем исходить с того, что нам возможно. Агрос – это не только выставка, но и деловая площадка. Более 50 мероприятий проходят в формате дискуссий и круглых столов, где обсуждаются главные вызовы отрасли. Также в рамках форума открылся и 9-й Всероссийский съезд сельскохозяйственных кооперативов. Его главной темой стала поддержка малого и среднего бизнеса. Якутская делегация приехала на съезд сразу с несколькими предложениями, которые должны облегчить жизнь фермеров. Необходимо законодательно закрепить преференции для сельскохозяйственного потребительского кооператива, а федеральный закон о защите конкуренции дополнить нормами, предусматривающими стимулирование создания и развития сельхозкооперативов. Во-вторых, необходимо дать членам кооперативов преимущественное право на получение пользования сельхозугодий, находящихся в государственных и муниципальных фондах.
Также якутская делегация предлагает изменить систему налогообложения для сельскохозяйственных кооперативов, чтобы фермеры смогли больше зарабатывать. Все предложения войдут в резолюцию съезда и будут отправлены в Госдуму и Совет Федерации, чтобы парламентарии рассмотрели их подробнее и, может быть, реализовали на законодательном уровне. Максим Кардозо, Джур Березкин, Москва. Идем далее. Дети Азии возвращаются домой. Якутск в 2024 году примет 8-е спортивные игры. Глава Якутии С. Николаев и президент Международного комитета игр Владимир Максимов подписали соглашение о взаимодействии в рамках подготовки и проведения 8-х международных спортивных игр «Дети Азии». Они пройдут летом в Якутске в 2024 году. Напомним, первые игры провели в 1996 году. Якутск встретил первые 6 соревнований, а после огонь игр передали другим городам. Южно-Сахалинску в 2019, Владивостоку в 2022 и городам Кемеровской области в 2023 году. Я бы хотел поблагодарить Владимира Владимировича Максимова, который проделал большую работу в федеральных органах власти с рядом международных спортивных организаций для того, чтобы это решение было принято. И решение это было принято единогласно и на уровне правительства Российской Федерации, где межведомственная комиссия по проведению международных соревнований единогласно решение это поддержала, и на уровне уже непосредственно стран Азии. Мы уверены, что игры пройдут на самом высоком уровне в 2024 году. Ожидаем, что примет участие более 40 стран, 3500 спортсменов из разных стран мира и регионов страны к нам приедут. Ну и, конечно же, мы постараемся, чтобы эти игры были самыми лучшими играми, которые были до этого. В свою очередь, Владимир Максимов заявил, что комитет по традиции уделит большое внимание не только спортивной части игр, но и другим направлениям. Помимо самих игр, комитет реализует также и образовательные проекты. В этом году у нас стартует 3 проекта. Буквально в середине февраля в Кузбассе уже состоятся тренировочные мероприятия для стран Азии. В том числе, я думаю, что осенью этого года и город Якутск примет один из проектов комитета, направленный на объединение и развитие детского спорта в азиатском континенте. Каждому россиянину по-своему откликаются исторические события, однако летопись Великой Отечественной войны занимает отдельное место в нашей памяти. Сегодня, 27 января, отмечается 78-я годовщина полного освобождения Ленинграда от блокады. Мало кто может себе представить, через что прошли некоторые люди. О самом страшном событии времен Второй мировой в сюжете Надежды Саханской. Человек привыкает ко всему – к опасностям, одиночеству, разочарованиям. Даже суровые северные условия со временем человек переносит легче. Единственное, к чему он никогда не привыкнет – это к чувству голода. За годы блокады Ленинграда по разным источникам погибло от 700 тысяч до 1,5 миллиона человек. И лишь 2–3% из этого количества погибли при бомбардировках и артобстрелах. Остальные умерли от голода. Уникальный пример. Такого нет в истории, чтобы такой большой город держался почти 3 года в условиях блокады и вышел победителем. Это были те самые испытания, при которых было легче умереть, чем остаться жить. Не стоит забывать и о якутянах, которые также были участниками тех мрачных событий. По историческим данным, в одной только блокаде Ленинграда насчитывается более 2500 жителей нашей республики. Многие погибли, конечно. Например, медаль за оборону Ленинграда получили только 215 человек. Несмотря ни на что, Ленинград не сдавался. Ковали победу все, и даже в таких суровых условиях. Его жители и руководство делали тогда все возможное, чтобы жить и продолжать бороться. Несмотря на то, что город находился в жесточайших условиях блокады, его промышленность продолжала снабжать необходимым вооружением и снаряжением войска Ленинградского фронта. Обессиленные голодом и тяжело больные рабочие выполняли срочные задания, ремонтировали корабли, танки и артиллерию. И даже финская газета писала, что Ленинград подобен руке, сжимающей горло рвущегося на восток немецкого солдата. Подвиг защитников Ленинграда, отстоявших свой город в условиях тяжелейших испытаний, вдохновлял всю страну и заслужил глубокое уважение. И до сих пор у мемориалов мы слышим голос ленинградки Ольги Бергольц. Никто не забыт, ничто не забыто. Надежда Саханская, Георгий Григорьев, Якутия 24.
В Нерингре в течение 3 дней работал вице-консул канцелярии в Якутске посольства Республики Кыргызстан в России. Он прибыл по приглашению районной администрации, чтобы оказать правовую помощь гражданам Киргизии. Детали визита у Тамары Игнатьевой. В Нерингринском районе проживают как трудовые мигранты из Киргизии, так и граждане, давно получившие российское гражданство. Всего около 1000 человек. Киргизы живут со всеми в мире и согласии, добросовестно трудятся в разных отраслях и вносят свой вклад в социально-экономическое развитие района. От них и поступило обращение в адрес вице-консула. Наш гражданин оказался нетранспортабельным к переезду в город Якутск, а так как при оформлении паспорта необходимо наличие человека, пришлось нам по приглашению главы района, также по согласию посольства Кыргызской республики осуществить этот консульский выезд. В течение 2 дней вице-консул провел личный прием, на который пришли 15 человек. Они получили консультацию в правовых вопросах по обмену паспортов водительских прав. В рамках визита в районной администрации состоялось совещание с участием представителей органов ЗАГС и руководителем отдела МВД по вопросам миграции Ириной Норвиной. Стороны обсудили детали взаимодействия и нашли полное взаимопонимание в рамках исполнения миграционного законодательства, в том числе изменений, которые вступили в силу в декабре прошлого года. Хотелось бы выразить огромную благодарность Ирине Владимировне и вообще отделу по вопросам миграции, потому что мы заметили, и это чувствуется, очень качественный, адекватный, очень простой, по-человечески хороший подход к иностранным гражданам, может быть, или вообще к своей работе. Потому что были получены очень качественные и содержательные ответы. Благодарны районной администрации, потому что мы на территории этой районной администрации эту встречу провели. Вице-консул отметил, что рад дальнейшему сотрудничеству по части привлечения инвестиций в организации предстоящих юбилейных мероприятий, посвященных столетию создания Якутской АССР и 125-летию со дня рождения Максима Амосова, выдающегося государственного деятеля, который также внес огромный вклад в становление государственности Киргизии. Тамара Игнатьева, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерингри. А в историко-краеведческом музее Ленска открылась выставка «Ленский район мастеровой». Ее проводят в 3-й раз. Этой выставкой организаторы открыли Год культурного наследия народов России, а также отмечают столетие якутской автономии. Представлены работы 34 участников, среди них мастера из сел Натора, Бичинча и Чамча. Выставлены работы в жанрах резьба по кости, национальное и лоскутное шитье, вязание, национальные костюмы и изделия из кожи и меха животных. Каждый год участников выставки становится больше. К мероприятию они стараются подойти ответственно, удивить жюри и гостей. Подведены итоги, это выставка-конкурс, подведены итоги, компетентное жюри оценило работы, но торжественное награждение и торжественное открытие выставки будет проведено позже. Мы приглашаем всех жителей нашего района посетить данную выставку. Музей работает ежедневно с понедельника по субботу с 10 до 5 часов. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы продолжим следить за развитием событий. Всего доброго и до свидания.